С 1 января 2014 года Российская Федерация существенно изменила порядок пересечения границ. Тысячам мигрантов придется покинуть Россию в скором будущем. На кого уже подействовали изменения в законодательстве, выясняли наши коллеги с Кыргызстана. Хотя у меня вот штампов никаких о запрете не стоит. У меня даже нет штампа, что я в Москву полетела. Возвращение в Россию из путешествия закончилось для кыргызстанки Таисии неожиданно. В московском аэропорту Шереметьево ей запретили въезд на территорию Российской Федерации. Потом меня вызвали в кабинетик в этот и сказали, что вот вам запрещен въезд в страну. Я спросила, за что? Мне сказали, ну мы не владеем данной информацией, мы владеем информацией, что вас нельзя пустить. И они дали мне документ подписать, который говорил о том, что я ознакомлена с тем, что мне нельзя въехать в страну. И если я попытаюсь сделать это вторично, пока срок еще не истек, то меня там арестуют. Новогоднюю ночь Таисия провела в транзитной зоне аэропорта, дожидаясь своей депортации. Выяснить, за что ее не пустили в Россию, ей так и не удалось. По официальным данным, уже 30 тысяч кыргызстанцев находятся в черном списке. Большинство оказались там из-за мелких правонарушений. Многие граждане выезжают на территорию России, не зная закона Российской Федерации. Во-первых, им нужно знать законодательство. Неправильно припарковаться, да, или не заплатить какую-то медицинскую страховку, или еще что-то. И вот такие вот мелкие нарушения, они являются причиной, да, как бы, вот, то, что они попадают в черные списки. Черный список – следствие нового закона о порядке въезда в Российскую Федерацию. Теперь граждане Кыргызстана, у которых нет разрешительных документов, смогут находиться на территории страны только 3 месяца. Продлить срок временного пребывания в России можно, получив разрешение на временное проживание и работу, или купив патент. Как простые кыргызстанцы, так и бизнес-структуры уже почувствовали на себе действие нового закона. Транспортная компания «Дулдул» потерпела убытки из-за ужесточений в российском законодательстве. Троицк, граница Троицка. На переезде его, получается, ФМС, пограничники не впустили в Российскую Федерацию, сказав, что у него запрет на въезд. И получилась такая ситуация, он нам позвонил, машина там уже второй день как стояла, он нам позвонил, сказал, объяснил ситуацию. Пришлось других водителей направить. Направили мы их как? Самолетом, это тоже расходы. Султановский, 258. Для Наргизы и Рулана оставаться в Москве с кыргызским паспортом стало тоже сложно. Молодожены решили вернуться на родину и заняться семейным бизнесом. С документами то, что будет проблема, на самом деле предупреждали, можно сказать, за год. Всех иностранцев, когда. И вот, например, первое мое получение разрешения в ФМС было очень легким. То есть мы сдали документы, через пару недель я забрала документы. Второе же, это было очень сложно, уже обязательным этим было снимание отпечатков пальцев. То есть, как говорится, ты идешь, как положено, в органы, снимаешь отпечатки всех своих пальцев, оставляешь. И это к тому, что они говорили, что преступность из-за вас растет, и, к сожалению, вы обязаны сдавать отпечатки пальцев. То есть уже постепенно прибавлялось по одному пункту к получению документов. В настоящий момент можно узнать только о попадании в черный список. Причины запрета в базе данных ФМС России не указывается, так как находится на стадии разработки. Вот мы здесь разместили ссылку. Проверка достаточно легкая здесь. Допустим, просто вводится фамилия, имя, отчество на латинице, на кириллице, дата гражданства, тип документа, ну, то есть это какой страны, да, номер документа, дата действительности документа, получается, когда ты его получил, да, сроки, и выдача какой страны, и все. И отправляю запрос, и ты автоматически получаешь ответ, находишься ли ты в черном списке или нет. Оснований препятствовать въезду на территорию Российской Федерации по линии ФМС на данный момент не обнаружено. На этом поезде Москва-Бишкек наверняка уже прибыли некоторые наши соотечественники, которые уже пострадали от ужесточений в российском законодательстве. Но тем не менее на территории России все еще проживает около 500 000 наших соотечественников.